Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Камши Кшара. Сегодня в программе. Избрана мера пресечения для участников массовых беспорядков у здания парламента 21 декабря. Памяти легендарного спортсмена, трехкратного олимпийского чемпиона в тройном прыжке, уроженца Абхазии Виктора Санеева. В Абхазии отмечают Ажирнухе, один из самых главных традиционных праздников. В Москве в рамках участия делегации Генпрокуратуры Абхазии в праздновании 300-летия Прокуратуры России состоялась встреча генерального прокурора России Игоря Краснова с главами иностранных делегаций. Абхазскую делегацию на встрече представлял генеральный прокурор Абхазии Адгур Агрба. Игорь Краснов поблагодарил участников встречи за участие в праздновании трехвекового юбилея ведомства и подчеркнул, что их приезд подтверждает тесные партнерские связи, является знаком взаимного уважения в прокурорском сообществе. Сухумский городской суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на 20 дней до 28 января для Баграта Сурмава, участника массовых беспорядков 21 декабря. В отношении Анрика Инапшпа избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 8 февраля. Напомним, что 11 января судом были вынесены решения по 3 участникам несанкционированного митинга оппозиции. Для Батала Цвижба была избрана мера пресечения в виде лишения свободы на месяц и 15 суток. Такое же решение было вынесено в отношении Аслана Таня. Рамаз Джопу взят под домашний арест до 22 марта. Из зала суда репортажа Эсмы Голанзе. На первом заседании суд рассмотрел дело подозреваемого Баграта Сурмава. Ходатайство гособвинения зачитал прокурор Садби Хагба. Баграт Сурмава обвиняется по статье 206 части 2, то есть участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества, применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ, а также оказание вооруженного сопротивления представителям власти. Наказание лишения свободы сроком от 4 до 8 лет. 8 января 2022 года в порядке статьи 91 и 92 Уголовно-процессуального кодекса Республики Абхазия Сурмава задержан органом расследования по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 206 Уголовного кодекса Республики Абхазия. Основанием для задержания подозреваемого Сурмава в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Республики Абхазия являются полученные в соответствии с законом материалы оперативно-розыскной деятельности, в которых имеются достаточные данные о причастности последнего к совершению преступлений. Будучи допрошенным в качестве подозреваемого, Сурмава свою вину не признал, дачи показаний по существу имеющиеся в отношении него подозрения отказался. Прокуратура ходатайствовала об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу сроком до 22 февраля. Дальнейшую съемку выступления Садби Хагба суд запретил. Прокурор указал несколько оснований для избрания подобной меры пресечения. В частности, во время массовых беспорядков подозреваемый использовал средства сокрытия своей личности – темную куртку с накинутым капюшоном и маску, что по версии следствия характеризует его как общественно опасную личность, способную на противоправное поведение и в дальнейшем. Кроме того, по мнению прокуратуры, об этом свидетельствует и тактика защиты Сурмава. С приведенными аргументами адвокаты подозреваемого не согласились. Избрание меры пресечения в виде заключения под стражу допускается только при наличии оснований, предусмотренных в статье 97. Первое – скроется от дознания предварительного следствия или суда. Второе – может продолжить заниматься преступной деятельностью. Третье – может угрожать свидетелям или же иным участникам уголовного судопроизводства, уничтожить доказательства, либо иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу. Больше другого не дано. Только мы это знаем. Об этом только знаем, потому что мы руководствуемся этим уголовно-процессуальным кодексом. И при отсутствии таких данных судом мера пресечения в виде заключения под стражей не может быть избрана. Наличие черной куртки с капюшоном, это еще не означает, что он его по этой куртке мог опознать. Это один такой момент. Далее, значит, он еще в своих показаниях Торчо говорит о том, что, значит, он его опознает мужчина среднего роста, плотного телосложения и так далее, и так далее. Вот среднего роста у меня 1,68 м, а Баграт, он ниже меня, поэтому у него не может быть никак мужчины среднего роста. Значит, это тоже один такой момент, вот хочу, чтобы обратили внимание на это.
Далее, значит, на что еще хочу обратить внимание. Значит, Сурмава, значит, Баграт Абесаломович, он характеризуется с места жительства положительно, отзывы у него хорошие. У него семья, 2 малолетних детей, 6 лет и 4 года. Ожидается 3-й ребенок. Мать у него инвалид 2-й группы. Отца нету, отец участник войны был. После полуторачасового совещания суд избрал следующую меру пресечения в отношении подозреваемого Баграта Сурмава. На основании изложенной и руководствуясь статьей 107 УПК РА постановил ходатайство зампрокурора Сухума Трапш об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу удовлетворить частично. Избрать в отношении подозреваемого Сурмава Баграта Абесаломовича 92 года рождения меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 20 дней. На втором заседании суд рассмотрел дело Анрика Инапшба. Ранее заседание уже было перенесено по состоянию здоровья подозреваемого. На этот раз Анрик Инапшба присутствовал, однако сказал, что чувствует себя плохо. Инапшба также обвиняется по части 2 статьи 206 «Участие в массовых беспорядках». Фото и видеосъемку подозреваемого суд запретил. 8 января 2022 года в порядке статей 91-92 Уголовно-процессуального кодекса Инапшба задержан органом расследования по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 206 Уголовного кодекса Республики Абхазия. Основанием для задержания Инапшба в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Республики Абхазия являются полученные в соответствии с законом материалы оперативно-розыскной деятельности, в которых имеются достаточные данные о причастности подсудимого к совершению преступления. Будучи допрошенным в качестве подозреваемого, Инапшба свою вину не признал, а даче показаний по существу имеющегося в отношении его подозрения отказался. Сторона защиты не согласилась с ходатайством и, в свою очередь, просила суд избрать меру, не связанную с заключением под стражу, учитывая состояние здоровья Инапшба и другие характеризующие его факторы. У него судимость, во-первых, погашена, во-вторых, он с тех пор создал семью, у него 2 малолетних детей, он отец семейства, он работал, кстати, он вот практически до последнего, вот он был освобожден от работы, вот в 2021 году он не тунеядствовал, не занимался никакими криминальными делами. В итоге в отношении Инапшба была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц до 8 февраля. Эсма Голандзе, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. Председатель пенсионного фонда Денис Гулария доложил премьер-министру Александру Анквабу об итогах работы в 2021 году, сообщает пресс-служба правительства. По оценке руководителя фонда, динамика поступлений страховых взносов в прошедшем году была неплохой. Однако с учетом возросших государственных расходов на соцобеспечение населения, бюджет фонда не сумел выполнить обязательства в полном объеме. Так было запланировано 1 миллиард 253 миллиона 541 тысяча рублей поступлений. Общая сумма поступлений составила 1 миллиард 211 миллионов или 96,6%. Переходящий долг по пенсионным выплатам составил 32 миллиона рублей. Эта сумма, по словам Гулария, будет выплачена получателям до конца января текущего года. Об итогах работы за 2021 год премьер-министру доложил и генеральный директор государственной фармацевтической компании Рустам Адлиба. Так, общий объем поставленных РУП Абхаз фармацеи медикаментов и расходных материалов лечебно-профилактическим учреждениям и физическим лицам республики составил 353 миллиона 163 тысячи рублей, в том числе по линии борьбы с коронавирусной инфекцией на сумму 225 миллионов 35 тысяч рублей. В рамках реализации соглашения с Россией о льготном обеспечении отдельных категорий граждан поставлено лекарственных препаратов и медицинских изделий на общую сумму 44 миллиона 476 тысяч рублей. Кроме того, оказана помощь медикаментами физическим лицам на общую сумму 10 миллионов 753 тысячи рублей. Как отметил Рустам Адлиба, расходы государства по обеспечению лечебно-профилактических учреждений республики и оказанию помощи гражданам носят беспрецедентно высокий характер. При этом он отметил, что накопившаяся общая задолженность государства перед РУП Абхаз Фармация за поставленные в страну медикаменты и медицинские изделия составляет 55 миллионов рублей.
По итогам деятельности Министерства по налогам и сборам и инспекции по городу Сухум и районам в 2021 году в бюджет республики поступило 3 миллиарда 394 миллиона рублей налоговых платежей при плане в 2 миллиарда 958,8 миллионов рублей, сообщает Общественная пресс со ссылкой на министерство. Выполнение прогнозных показателей составило 115%. Поступление в бюджет налоговых платежей, администрируемых МНС за декабрь прошлого года, составило 304,5 миллионов рублей при плане 310 миллионов. План налоговых поступлений за декабрь 2021 года выполнен на 98%. Наша коллега, большой друг Абхазии, ведущая итоговой информационной программы на телеканале «Звезда» Ольга Белова стала лауреатом премии службы внешней разведки России имени Примакова. Премию ей вручили за цикл передач о службе внешней разведки. Мы поздравляем Ольгу Белову с престижной наградой. На электронный адрес абхазской госрадиокомпании пришло письмо от жителя Вены Питера Стамволя, как оказалось, зрителя нашего канала. Очень приятно, что абхазское телевидение с интересом смотрит даже в странах Европы. Житель Вены благодарит руководство и коллектива ГТРК за прекрасную новогоднюю трансляцию. Питер Стамволь пишет, что очень хочет посетить нашу страну, однако из-за проблем с получением российской визы на данный момент это невозможно. Житель Вены также пишет, что в ноябре 2017 года у него было подтвержденное приглашение в Абхазию, но Грузия не пустила его через границу. Я рад, что благодаря вашим телепрограммам могу получить некоторое представление о вашей стране. Одной из причин поездки в Сухум было получение грамматики и словаря абхазского языка. Надеюсь, что смогу и дальше наслаждаться вашими программами, пишет в своем письме Питер Стамволь. На 76-м году ушел из жизни трехкратный олимпийский чемпион в тройном прыжке, заслуженный мастер спорта СССР, уроженец Абхазии Виктор Санеев. Памяти легендарного спортсмена посвящен наш следующий репортаж. Легенда из легенд, Виктор Санеев был гениальным спортсменом, величайшим легкоатлетом. Единственный в истории трехкратный олимпийский чемпион в тройном прыжке Виктор Санеев родился в Сухуме. У его семьи было тяжелое материальное положение. Отец Виктора был инвалидом Великой Отечественной войны, поэтому будущего спортсмена отправили на учебу в Цандрыбскую школу-интернат. В то время это был единственный интернат, куда принимали детей из малообеспеченных семей. Виктор увлекался футболом, любил баскетбол. Однако ему не суждено было стать профессиональным баскетболистом. Тренер Акоп Кирселян, который давно присматривался к прыгучести худощавого мальчика, увидел в нем большой потенциал. Когда его увидел тренер сборной Абхазии по баскетболу, Седов есть такой, вот он его пригласил в сборную Абхазии по баскетболу. И он уже начал тренироваться, играть за сборную Абхазии, но его заметил известный тренер Акоп Кирселян. Он своим опытным глазом увидел, у него прыжки такие были интересные очень, и он его пригласил и начал с ним заниматься. Он здесь хорошие результаты в Абхазии показал. Тогда система в Советском Союзе была такова: если вы хороший спортсмен, который показывает хорошие результаты, мы же были автономной республикой в составе Грузии, Грузинской Советской Социалистической Республики. Вот мы попадали туда, на грузинские соревнования. И там, когда лучшие результаты, уже от имени Грузии, они выступали на спартакиаде народов СССР. На Олимпиаду 1968 года приехали все сильнейшие атлеты мира. У Виктора Санеева стаж выступлений за сборную СССР был всего около года. Уже на этапе квалификации итальянский атлет Джентилли установил новый мировой рекорд – до 17 метров 22 сантиметров. В третьей попытке финала Санеев превышает этот результат на сантиметр. В пятой попытке мировой рекорд опять обновляется бразильцем Пруденсио до 17 метров 27 сантиметров. И только в последней, шестой попытке победную точку в соревновании ставит Виктор Санеев – 17 метров 39 сантиметров и выигрывает золотую медаль. Это уникальный случай в истории легкой атлетики, когда в течение одного финала мировой рекорд был побит 4 раза и дважды одним атлетом. И первая в жизни золотая олимпийская награда
Виктор Санеев. На Олимпиаду в Мюнхен в 1972 году Санеев ехал главным фаворитом. Его боялись соперники и любили болельщики. В первой же попытке Виктор прыгнул на 17 метров 35 сантиметров, чуть ближе, чем на предыдущей Олимпиаде. Но этого результата хватило, чтобы завоевать золотую медаль. Он поехал на 3-й Олимпийские игры, это 1976 год в Канаде. И там он стал 3-кратным олимпийским чемпионом. Потом в Москве 80-е годы он уже стал серебряным призером. На Олимпиаде 1980 года в Москве Виктор Санеев был удостоен чести внести на стадион факел с олимпийским огнем и передать его баскетболисту Сергею Белову, который зажег огонь Московской Олимпиады. После 35-летний Санеев уходит из большого спорта и становится тренером. После развала Советского Союза в 1991 году у Виктора Санеева был в Австралии друг. Он его пригласил, и Виктор со своей женой, она хварская, кстати, и со своим сыном уехали в Австралию. Ну, приехали туда, он преподавал физкультуру в школе, там потихонечку начал работать. Ну, у нас были попытки от Олимпийского комитета Абхазии, там мы как-то старались как-то с ним связаться, пригласить его. Ну, такие не получилось так, чтобы он приехал в Абхазию, пока был живой. Но самое главное, это воспитанник абхазской спортивной школы. Здесь он начинал, здесь его увидели, здесь ему дали дорогу, и он пошел и стал вот таким великим спортсменом. В Абхазии Санеева вспоминают тепло. Общественный деятель Цезагумба училась с ним в интернате. Запомнила она его красивым, обаятельным, но очень молчаливым. Я вот даже не помню, чтобы он меня возил из лицея, из интерната, из Гантьяди, мы до Сухума, это часа полтора, наверное, мы ехали, чтобы мы общались или как-то. Ну, я была намного моложе, не намного, но для того времени это так кажется. Когда он там был в 8 классе, я в 5, он уже считается взрослый. Ну, я не помню. Я единственное помню, что его все обожали. За ним табуном ходили, его одноклассники, другие. Я все время его помню на площадке спортивной. Его победы на Олимпиаде, как выдающийся спортсмен, я, конечно, гордилась. Иногда рассказывала всем, будучи студенткой, что я его знаю, что я с ним училась. Многие не верили, но это вот какая-то была особенная гордость. Уроженец Абхазии, 3-кратный олимпийский чемпион в тройном прыжке, заслуженный мастер спорта СССР Виктор Санеев навсегда останется в памяти абхазского народа. Сария Кварацхеля, Алексея Гухава, Гуди Сатарба, Абхазское телевидение. Учебный процесс в школах и дошкольных учреждениях республики после зимних каникул возобновится 17 января. Разговоры о том, что каникулы будут продлены, беспочвенны. Об этом сообщил в нашей программе начальник отдела по связям с общественностью Министерства просвещения и языковой политики Аслан Кутейлия. По приказу министра зимние каникулы завершаются в январе 14, то есть 17 января уже школьники и детские сады начинают работу и ждут своих воспитанников и школьников. Есть разного рода разговоры в соцсетях и также в обществе о том, что продлятся каникулы и так далее. Это все просто разговоры. В данный момент никаких причин нет для того, чтобы продлевать каникулы. Второй семестр учебного года будет продолжен, и мы надеемся, что учебный год без никаких эксцессов будет доведен до конца. В Абхазии в ночь с 13 на 14 празднуют Ажернухэ – День сотворения мира и обновления. Этот праздник отмечается официально и является нерабочим днем. Ажернухэ связан с именем божества, покровителя кузнечного дела Шефе. Родовая кузница у абхазов всегда считалась священным местом, где происходят обряды, произносятся молитвы и клятвы. В кузне по традиции должен стоять исключительно дубовый пень. На нем 3 обязательных предмета, называемых напык. Наковальня, щипцы, молот. Считается, что в кузне и поблизости всегда должно быть убрано и чисто. В случае же, если в доме кузня отсутствует, праздничные обряды произносят в небольших святилищах, расположенных прямо в доме.
доме. Место проведения моления располагается на территории родовой усадьбы на открытом живописном месте. Отведенная кузне территория огораживается. Здесь же рядом с кузней в земле зарыт ритуальный остроконечный сосуд ахапща с красным вином, который открывается исключительно во время моления. Обряд моления и жертвоприношения проводит молельщик, старший в доме мужчина. В жертву приносит трехгодичного козла, а также петухов. Их численность равна численности мужчин в доме и кур столько же, сколько женщин. Утром самый старший в доме обходит все хозяйственные постройки и затем с ветками фундука или плюща идет к дому и, обходя все комнаты, поздравляет домочадцев с Новым годом, раздаривая конфеты и другие сладости. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в пятницу 14 января в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью местами возможен снег с дождем. Днем преимущественно без осадков. В предгорьях и горах снег, гололед. Температура воздуха ночью 3,2, днем 1,6 градусов. Температура морской воды 10 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.